Мы находимся на заседании ООН по вопросам дискриминации женщин. Всегда, в данный момент, когда проходит это совещание, в Ташаузе женщина, Какышева Лейла, столкнулась с беспрецедентным нарушением своих прав. Никто, ни ты, ни все твои холопы не соблюдают этих прав женщин. Она униженно просит тебя о помощи. Она обращается во все инстанции, включая Генеральную прокуратуру и МВД, но никто, я тебе еще раз повторяю, не решает ее вопрос. Там мошенническая схема. Да, у нее есть ребенок от этого Сердара Мавлямова. Но этот Сердар со своим другом Сапаром Джумаджановым забрали у нее деньги. И 3 года этот человек не может вернуть себе ни денег, ни квартиру, ни дом. Она обращалась везде. Она разговаривала с начальником полиции Ташауза, Суфханом. И кроме посмешищей и высокомерия, этот человек не получает ничего. Правду найти она в стране не может. Мы доложили этот вопрос на заседании комитета по женщинам, и я тебя уверяю, что дальше мы будем решать это по-другому. Люди в стране не имеют никаких прав. Женщины в Туркменистане подвергаются насилию и дискриминации. Я еще хочу один вопрос поднять. Это по поводу ваших нападок, а именно твоих собак на врачей, на женщин, которые работают. Это твои собаки почему-то решили, что они разбираются в медицине и могут указывать врачам, когда и как делать кесарево сечение. У вас нет ни экспертов, у вас нет ассоциаций, которые могут защищать права врачей. Вы с подачи твоих собак опубликовали такие имена, как Татьяна Николаевна Намной. Что вам надо от нее? Это единственный специалист, которому вообще можно еще ходить и учиться. Вы, видимо, уже там вообще умом тронулись. Я прекрасно знаю, кто и чем болеет. Вот. И к кому вы обращаетесь. Видимо, ее место кому-то понадобилось, и вы решили заменить заведующей кафедры. Но я тебя уверяю, я знаю прекрасно, что такое медицина. И в западных странах, и в Америке. Такие врачи, как Татьяна Николаевна, или такой врач, как Чарык, я вас уверяю, соответствуют всем международным стандартам. Единственный, конечно, момент – это языковой барьер. Да, эти врачи не смогли выучить языку. Но если бы они работали на Западе, смогли защитить свои дипломы и сдать все эти уровни языков, они бы получали зарплату в миллионы долларов. Очень жаль, что вы не цените таких специалистов и кидаете кость своим собакам для того, чтобы уничтожить последние мозги, которые остались у нас в стране. Народ Туркменистана, люди, не бросайтесь вы на специалистов. Это единственные люди в стране оставшиеся, которые могут вам помочь. И то, что вам внушают, что можно вот так обращаться и диктовать, что вы хотите врачам, такого нет ни в одной стране мира. Это абсолютная ложь и обман. Никто из врачей в западных странах и Америки не будет спрашивать ваше согласие на кесарево сечение. Если идет сложная медицинская ситуация, врачи будут принимать решения сами. И в том случае, о котором я сейчас говорю, там осталась жива и мать, и ребенок. Но в Туркменабаде вы дали фас на этих людей, и их преследуют. Народ Туркменистана, думайте и боритесь за свои права, за права, чтобы вы остались живы, за права, чтобы вас вообще услышали. Народ имеет право. Халкın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına değil.